Вот еще одно доброе абхазское утро. Сегодня 7 июня, суббота. Красота, тишина. Там вон рыбак сидит. Я думаю, что сейчас Антон выйдет и пойдет прямиком к нему поинтересоваться, что он ловит. Здесь, говорят, они ловят барабульку. Дельфинов пока не видно. Полетала на коптере. Солнышко отсвечивает. Видимо, вечером надо летать. Или еще раньше утром. А может, наоборот, когда солнце в зените. В общем, будем пробовать в разное время. Релакс. Водичка прохладненькая. Я накупалась уже. Ныряла с маской, насобирала вот этих вот ракушек. Смотрю, в одной торчит крабик. Я его выпустила. Эти пустые были. А оказывается, не такие-то уж они и пустые. Так. Вместе с домиком, скажи, забрала меня. Как третьи ракушки тоже, оказывается, есть. Так. Ага, боишься меня, да? Не бойся. Умылся. Потащил свой домик куда-то. Потащил. Алешенький такой. Ну давай проползи маленько, да я тебя выкину. Давай. Не нравится тебе на полотенце, да? А может, ты креветка? Дай-ка я тебя на камушек посажу. Так. Вышел, посмотрел, умылся. Куда идти? Где дом? Давай. Выходить будешь или с дома вместе пойдешь? Лапы моют.
мордаху умывает. Смешной какой. Сейчас стоит перед ним шевельнуть чем-нибудь рукой, и он спрячется, а потом опять будет любопытничать. Давай вылазь уже, или я тебя сейчас в море отпущу. Тебе же жарко. О, испугался. Как интересненько. Антон розовенькое моет, сосед зелененькой, желтенькой моет. Разные пенки. Короче, приехали на мойку. Люди такие все раздетые тут ходят. Всем жарко. Сейчас покажу, во что одета я. Я в кофте и в носках. Мне холодно, это просто писец какой-то. Вроде температуры нет. Вроде температуры нет, но мне холодно. Сейчас поеду в аптеку, куплю градусник. По-моему, я накупалась. Ехали в Гагру. Это кинотеатр Гагра. Старый, уже не действующий, но туда можно зайти. Здесь закрыто. Пойдем посмотрим. Такое старенькое. Пошли направо. Почему направо? Офигеть. Ух ты. Было и прошло, но... Обалдеть. Ну да. Надо же, да? Насколько все руины, можно сказать. А когда-то сюда ходили люди, смотрели что-то интересное. Вот это, по всей видимости, как раз вот эта входная группа, которая закрыта. Там на втором этаже тоже что-то было. Может быть, какие-нибудь там кружки для детей, да? Сейчас все разрисовали, расписали. Заходи, не бойся. А тут что? А, ну тут тоже какой-то, видимо, кинозал, да, как и тот в зеркальном отражении. Обалдеть. Какое все старенькое. Бедненькое. Какой-то задний выход из этого кинотеатра. Интересно, тут есть привидение? Смотри, как интересно. Какая-то стена, она вся заросшая деревьями просто. Вот так.
Обалдеть. Так, мы хотим посмотреть на колоннаду. Смотрим. Тоже какое-то старое здание, заброшенное. Не знаю, имеет оно какое-то историческое значение или нет. Так, что там написано про какой-то храм? На храм это не похоже. Вон там тоннель в гору уходит. Сейчас до сюда дойду, покажу. Свинарник, блин. О, там тоннель. Не знаю, что там. Машины или поезда должны ходить. Вот там какое-то старое здание страшное. Ну, страшное, как ободранное. А так очень интересно. Посмотрите, ступенек нет. Все съедено. Да. Туда внутрь я не пойду, наверное. Тут как-то не хочется идти туда, страшно. Тут свинарник. Вот, между прочим, взяли бы, прибрали здесь все и водили бы сюда людей на экскурсию. Что-нибудь бы рассказывали интересное. А они вот тут помойку устроили. Кафелем там выложено все внутри. Видимо, какая-то санитарная зона была. Как интересно. Там люди наверху, на этом мосту. А тут ступеньки наверх есть. Пойду поднимусь. Оказывается, это железная дорога. По всей видимости, действующая. Потому что люди стоят с чемоданами. Запыхалась по ступенькам. Как интересно. А я вон оттуда пришла. Красиво. Представляете, по всей видимости, я не зря поднялась, потому что сейчас отсюда пойдет поезд. Ласточка, говорят. Ну, а как он медленно едет. Классно! И вот эти несколько человек сейчас садятся в поезд и поедут дальше.
Здорово. Там этот, как называется, машинист в своей фуражке выглядывает, когда ему дадут сигнал. Все сели или не все сели. Здорово. Люди сидят, куда-то едут. Хочет. Все, поехали. Какой красивый весь, разрисованный. Он идет из Сочи в Абхазию. Какое-то старое здание, что там даже деревья выросли внутри. По ступенечкам спускаемся и поедем дальше. Ездим мы тут по Абхазии. Сделали вывод, что это страна блатных номеров. У них тут, кстати, очень много номеров 007 на разных машинах. 1 000 000 рублей он стоит. Если Миллион, буквы еще да. одинаковые, там, допустим, О007 ОО. За 1 000 000 рублей наших можно купить. Нет, ты сказал, если буквы одинаковые, до 5 миллионов доходит. А, если буквы одинаковые, до 5 миллионов доходит, точно, да. Да, вот 787, как бы зеркальные у них все. 455, ну тоже, как бы, я считаю, что такой нормальный номер. Парашюты летают столько много над морем. 050 вот. Они бывают прямо машина за машиной едут, вот 797. У нас был такой номер. Солнышко Через вышло. 500 метров на светофоре поверните налево. Тоже долго был. 991, 699, 800. Вот на микроавтобусе смотри на такси. На микроавтобусе А, нет. 711. Там вот 323, 252, 009, 551. А бывает еще даже такая машина какая-нибудь захрюканная, да? Номер там какой-нибудь, 3 девятки. Зеркальные прямо полно. Вот стоят везде. 3 восьмерки, там 686. 001 Мгм. 242. Вот, смотри, 757 в Оксе, блин, бедняжка. Ему уже вообще плохо. Опять в тоннель попали. Сейчас хотим попробовать съездить в ресторан Гагрипш. Ну, правда, в тапочках и в шортах. Ну, посмотрим. Если все люди так заходят, то и мы зайдем. В ресторане Гагрипш, говорят, снимался фильм «Зимний вечер в Гаграх». Я помню, раньше этот фильм смотрели до упаду. Ни хрена себе. Наша аж качнула. Это что за машина была? Хрен Не пойми. знаю, я вообще Фарами. думал, это метро где-то. Ну, блин, фарами так ослепил. В Адлере, блин, спали ночью с открытым окном. А там, получается, в центре, мама дорогая, эти машины ревут просто периодически. Кто с такой музыкой громкой проедет, я не знаю, там что у него за система стоит. Хотя вроде бы и дорога не под самым окном. Так, мы приехали
Еще куда-то. Тут мушмула растет. Можно ее попробовать, интересно, или нельзя? Это будет как-то некрасиво смотреться со стороны. Какие-то тоже старые, старинные колонны. Так, Антон пошел помочь какому-то чуваку. Попросил мальчишечка плоскогубцы. Вот насколько старое здание. Все в трещинах. В грибке, бедная. Нужно подняться наверх. Сейчас еще отремонтируют мужику машину, блин. Вашу мать, он теперь еще тосол ему дал, похоже. Вот идем по улице в Пицунде. Я не скажу, как улица называется. Тут Кипарисовая аллея называется. Запах такой этими магнолиями. И, пожалуйста, вот на каждом, буквально на каждой калитке сдаются номера с удобствами, комнаты с удобствами. Вот, пожалуйста. Кипарисовая аллея 6. Вот. 7 сдаются номера. Такие домики уже современные, свеженькие. До моря, в принципе, недалеко. Ну, тут еще что-то строится. Кафешки везде стоят. Какие-то маленькие магазинчики. Экскурсии продают. Вот какие красивые домики. Торговля всякая, фрукты, горячая кукуруза. Мы идем к морю, что мы машину там решили оставить, чтобы сюда не тыкаться на машине. Прямо у моря есть ресторанчики. Мы хотим туда сходить. Косы заплетают. Вот пляж от этих всех домиков Кипарисовой аллеи недалеко. Хороший чистый пляж. Пожалуйста. А не то, что там. Кстати, народу тут много так. Сейчас поедем к себе, посмотрим, сколько у нас на пляже народу. Время 14:08. Кстати, здесь в Абхазии время московское. Может, я уже повторюсь. Часы переводятся на грузинское время сами. Время московское здесь. Час разница с Грузией. Единственное, что смущает на этом пляже, наличие собак. Где они там? Вот они под каждым зонтиком лежат. Еще метят эти зонтики, пенечки, которые под зонтиками стоят. Да, люди туда откладывают что-нибудь. Вот купаются они там.
Просто с людьми пошли купаться. Ну, а мы уже вернулись в свою деревню, сходили в магазин за продуктами. Кстати, магазин я сейчас покажу. Шли в магазин, да? Тут такая девушка крутая, танцует. Оп, оп. И мы тут вместе. Магазин как называется? Пальма. Пальма. Майорка? Ты Майорка? Хороший аппетит. Прям вообще настроение поднимает. Обалдеть. Девушку в магазине Пальма звали Лариса, а то я забуду потом. Еще можно позавтракать на веранде вот с таким видом. Там работают, что-то делают. Салатики, сладости, десерты, соусы. Пожалуйста, вот блюда, приготовленные на мангале. Сейчас этих соус, да? Да. Супчики. Белые, она. Котлетки всякие. Жаркое. Жаркое идет с курицей сейчас, с грибочками. И вот овощи. Вот такие тут места. Напитки всякие в холодильниках есть. Мороженка. Чистенько, аккуратненько. Все, что мы взяли. Окрошка, борщ, люля, лепешка, шашлычок, салатик. Этот, как его, хачапур и тортик. Ну и чай еще потом возьму. 2000. Это курорт Пицунда. Тут несколько корпусов, санаториев, какие-то статуи, фонтаны. Сейчас мы все это дело посмотрим, погуляем здесь. Тут торговля идет. Они эти знаменитые скульптуры Церетели. Дельфины и ныряльщики. Но их подкрасили даже. Фонтанчик такой бедненький. Блин, ну классные такие. Смотри, как на солнышке. Какой старый, весь ржавый, бедный. Здесь такие виды открываются. Мы вот там где-то живем. Сейчас толком не покажу. Потом будет видно. Да. И сколько народу купается. Вот они, эти корпуса все стоят. Раз, два, три, 4 и где-то 5. А 5, наверное, вот этот вот, который вот этот маленький. О, люди мидии поймали. Моют, ничего себе сколько. Целый мешок, сетка. Прикольно. Они, видать, их на продажу. Смотрите, решили взять чебурек. А его прямо сейчас лепить будут здесь. Все свеженькое. Это чебуречная вот как раз в курорте Пицунда.
Ой, какая классная машинка. Быстренько раз раскатал. Вот это я понимаю. Не так, как дома. Где бы вы совершили покупку? В молодой малоизвестной фирме или в надежной федеральной компании? Клиент точно оставит заказ, если компания выглядит статусной. МТС Exolf решил проблему статусности для небольших компаний. С номером 8800 даже маленький бизнес станет большим в глазах клиента. Подключите федеральный номер от МТС Exolf и получайте до 30% больше звонков. Подробности на сайте exolf.ru. Тесто тончайшее. Смотри, он какой сразу пушистый, моментально. Обалдеть. Смотри, какой он воздушный. Крутец. Я такая за тобой хожу. Ай-яй-яй-яй-яй. Он шкерится от меня. Давай. Он прям кипяток. А фарш что, у них готовый уже, что ли? Как будто бы готовый на вид был. Ну, мне тоже показалось, что готово. Но. Ну, так Вот. поэтому так быстро. А сок тогда откуда внутри берется? Маслом он чиркает. Ну, внутрь-то как он попадает? Как Куся. А? Я Куся? что ты говоришь? Так, вот это вот здание, по всей видимости, какой-то, как ты сказал, концертный зал, да? Большое старое такое здание. Так, тут столовая есть. Тут очень много торговли. Я думаю, что, наверное, лет 50 назад, 40, здесь такого не было. Здесь просто были корпуса, просто гуляли люди. Торговля появилась уже вот в наше время. Вот такие вот старые корпуса. Может, внутри там что-нибудь уже обновили. Все равно же где-то смотришь, делают ремонт, там меняют мебель. Но не всегда. Народу много на пляже. Еще одна чебуречная номер 1. Там же, блядь, номер 1. А тут номер 2, да? Еще номер 1 там, где мы ели чебурек. Вон какой чебурек лежит. Тоже пухлый. Вот смотрите, какое все старенькое. Печальненькое. Интересно, как там внутри? Тоже там вот торговля внутри. Да я не помню, чтобы раньше, допустим, мы приезжали в какой-то санаторий. Но мы в детстве не ездили. Но даже взять там 25 лет назад в санаториях не было торговли. Палаты, или как их там, комнаты, столовка, диско, ну какой-то там танцевальный зал. И все. Сейчас на каждом шагу чебуреки. Ну, что, люди гуляют, отдыхают. Видимо, торговля идет. По всей видимости, был какой-то бассейн. Старый-престарый. Все такое ржавенькое, ободраненькое. Всему этому лет больше, чем мне, наверное. Вот еще одно старенькое здание. Тоже, смотрите, все облупляется, разрушается. Но тут внутри как будто шторки повеселее висят. Не знаю, насколько это правда. Вот какая-то
Тоже непонятно. Раньше же вот эту мозаику делали из кафеля цветного. Вот еще одно здание прямо среди стволов сосен. Тоже все старенькое. Парус. Что за парус? Название парус старенькое написано. А что новенькое? Тут тоже в нем что-то, кстати, находится. Какие-то там висят. Бар, парус. Это бар, оказывается. Представляешь, Антон? Какой старый. И еще один корпус. Сколько там этажей, интересно, в этих корпусах? Штук 12, наверное. Ну-ка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, наверное. 15 жилых, если я правильно посчитала. И первый этаж вот, типа там ресепшн, наверное, что-то. Ну вот этот вот, я говорю, там вот даже шторки как будто бы повеселее, чем в самом первом корпусе. А сами балконы, видишь, печальненькие такие. Вот колесо обозрения, и мы его видим. У нас это как бы конечная точка берега. Получается, как бы оно стоит, видимо, на мысу на самом. Видно вот эти корпуса большие и колесо обозрения. Потом покажу с нашего берега, если не забуду. Что-то народу там никого нету. Мороженое возьму и попить. Ой, на колесе обозрения прокатиться. Вот, пожалуйста, с 10 до 22 работает каждый день без выходных. Взрослый один круг 400, детский 300. Ну, тут 2 круга есть. И экстрим-кабина со стеклянным полом по 500 рублей, взрослый и детский. Дети до 3 лет бесплатно. А мы поедем смотреть красоты. В уютную кабину. Тут прям прохладненько, так кондиционер работает. Прям в спину аж дует. И даже в двухполках прохладненько. Все, поехали смотреть красоту. С мороженым сказали нельзя. Антон Геннадьевич у нас сказал: я аккуратненько. Вот кафешка между булочек. Москвичи открыли. Вот мужчина с лялечкой бегает, играет. И он так рекламировал свою кафешку. Там коктейли, да? Он сказал, ну там какие-то фирменные куриные крылышки, что-то такое говорил. Получается. Сказал, что пиво шикарное, да, у них. Ну, мы не знаем. Ну что, смотрим. Да, горы, конечно, это вообще. Дельфин прямо плывет, такой наяривает. Не видно, ага, сейчас. Это прямо такая рыбина. Там смотри, как глубоко сразу. Ну, глубоко. Вон они вылезли. Хоп-хоп, смотри, троечка. А мы уже, блин, на самом верху, обалдеть. Вау! Да. Круто. Они там шоу показывают. Дельфинчики-то, ну. И народ встал, смотрят, все снимают. Близко-близко так к берегу, да? Класс. Еще какие-то корпуса, но это уже другой, чей-то другой. Вау. Отсвечивает. Классно. Там в этом здании, это вот получается последний корпус.
плод Пицунда. Прям вот такие лесенки в окошечках. Интересно так. Да, здесь купаться запрещено. Да, вот на повороте на этом же. Что уплывает, ну, уносит сразу. Вон опять дельфины там. Ну вот где барашки вот эти вот сейчас были. Да, здесь купаться, говорят, запрещено. И вот кто с этого корпуса, якобы, они ходят куда-то туда, но здесь тоже запрещено. Ну вот, видимо, и запрещено, потому что тут смотри, какая глубина. Все купаются там, где оборудовано, где спасатели есть. Эти дельфинчики прыгают. Ну-ка, видно? Оп. Красота. Пришли поиграть. Взрослые 1500, дети от 5 до 12, 1000 до 5 лет бесплатно. Вот такой смешной аквапарк. Какой-то смешной аквапарк за 1500. Никого уже нет, холодно, наверное, им стало. На рынок приехали, смотрите, тут все есть. Здравствуйте. Клубника местная, да? Да, это очень честно. 500 рублей. Сколько? 500 рублей? Килограмм, да? А вот эти персики, абрикосы, это тоже все местное? Нет, это Узбекистан. Узбекистан. Угу. А местные вообще персики уже есть? Рано еще. Нас обманули там где-то вчера. Сказали, это местные. Ладно. Спасибо. А черешня сколько стоит? 600 рублей. 600 рублей. Угу. Спасибо большое. Всякие аджики. О, картошка. Вот я хочу картошку. Интересно. Здравствуйте. Специи всевозможные. Орехи. Фрукты опять. Виноград. Арбузики есть. Так. Сыры. Вишневый рай. Вечерние. Ой, какие. А, это чаи так называются. Здравствуйте. Картошку. Запахи стоят, конечно. Сейчас я пойду туда еще посмотрю, что там за углом еще было. Вот тут еще что-то есть за углом. Апельсины, помидоры. Здравствуйте. Сколько у вас стоит? 500 рублей килограмм. А черешня? Черешня тоже. По 500, да? Может, вот черешня вообще по 500. Спасибо большое. А персики? 450 душек. А персики? Персики 350, это вот 300. А это откуда персики? Это наши Да? Просто мне там сейчас сказали, вас обманывают, это еще рано. Девушка, я в Сухуми, я не еще привожу персики. Кто вас обманывает, это точно там. Он сказал, только узбекские еще. А вот эти вот абрикосы, да? Абрикосы, это очень вкусно, тоже по 300 рублей, да. Местные они, да? Просто единственное, что мы покупаем их, продаем, а так уже пошло фрукты наши местные. Угу. Неделю-две еще так персики А покупаем. абрикосы можно полкило сделать? Девочки, 150, 120 рублей. Я говорю, цены как у нас. Лук 80, яблоко 160, свекла 120, 150 молодая. И вот сейчас покажу с нашей точки, ну почти с нашей, тут мы прошли метров 500 в кафешку. Вот там сегодня мы были на колесе обозрения.
так обогнули. Там ветер дует, там шторм, а здесь тихо и спокойно. Море тихое, спокойное, а наши домики вот там, за синим зданием. И здесь от нас горы не видно, потому что гора загораживает. И у меня черноморская камбала с картофелем по-деревенски. Ребята угорают, стоят, балдеют. Классно. Видите, перед капитаном Блэком тут всякие есть. Какой-то ресторанчик с беседками двухэтажными. Вот он сам, капитан Блэк. Я так понимаю, что капитан Блэк... А, вот там вот есть гостиница у капитана. А здесь тоже, смотри, какой-то ресторан. Веранда. Все светится. Пуфики там какие-то. Мы решили по берегу пройтись до домиков. По дороге по пыльной сегодня не пошли. Находились уже там. Ага, тут еще обустройство только идет. Сезон впереди. Народа еще нет. Какой-то, видимо, причал был старый. Снесли его. Так. Там будет какой-то ресторанчик или кафешка. Здесь не знаю, что. Тоже что-то типа ресторанчика. Потому что там столы и стулья, скамейки стоят. Здесь с какими-то мягкими диванами чуть ли. А, это какие-то лежачие места. Это, видимо, для загара. Лодочка плывет. Рыбачить поехали, наверное. На моторе только что жужжали. Туалеты здесь у них. Что там написано? 20 рублей. И вот тут, по всей видимости, номера. Двухэтажный корпус. Номера с видом на море. А там с той стороны без окон, без дверей. А может, это и они же просто на две стороны выходят. Сапы, жилеты, лежаки. Что-то тут делают, убираются.
Луна как в море светит. Красота. Какой там яркий свет. Дорогие наши зрители, еще раз хотим вам сказать спасибо огромное за ваши просмотры, лайки, комментарии. Для нас это очень-очень важно. Для тех, у кого нет возможности посмотреть нас в YouTube-канале, подписывайтесь на наш YouTube-канал. В этом году мы начали выпускать наши серии и там. Также у нас есть Telegram «Километры путешествий», где мы оперативно ответим на все ваши вопросы. Ну и до новых встреч в следующую субботу.